В 2013 году было принято решение о переносе диспансера в здание 15-й горбольницы. Тогда здесь и началась масштабная реконструкция. В этом доме с 1841 по 1845 годы жил Лев Толстой. Теперь здесь музейно-образовательный центр имени писателя. В субботу его открыл лидер Татарстана. Здесь есть и электронная библиотека, и мемориальные комнаты. Это комната братьев Толстых. Произведена историческая реконструкция обстановки, как могли жить студенты Казанского императорского университета. Здесь 2 спальных места, и диван, и кровать, и, конечно же, книги, которые могли читать студенты. Это книги 40-х годов 19 века. Здесь кровать воссоздана, кровать подлинная, она первой половины 19 века. И, конечно же, мы видим, какое здесь дерево великолепное. И здесь мы представили конторку, где студенты могли писать лекции и так далее. И здесь представлена копия прошения Льва Толстого поступления в Восточный факультет Казанского университета. История усадьбы многопланова. В 19 веке здесь был пожар, но затем она была восстановлена. В советские годы размещалась школа. В 90-е – жилой дом и дошкольные учреждения. Затем здание никем не эксплуатировалось и разрушалось. Была проведена большая восстановительная работа. Мы, имея в виду, что рядом здесь 39-я школа, сделали такую попытку объединить музей и школу. И даже сегодня первые шаги уже показывают, что это очень правильное решение. Музей музеем, а дух должен быть. А дух — это школьники, дети, которые будут здесь заниматься. 3 флигеля, они рассчитаны на работу с маленькими детьми. А основное здание, там подготовка детей к конференциям, олимпиадам. То есть там работа детей и старшеклассников в том числе по изучению деятельности, жизни и деятельности Льва Николаевича Толстого. До сегодняшнего момента не было такого места, где бы можно было очень подробно и очень в деталях рассказать о жизни и пребывании Льва Толстого здесь. Эта тема интересна и российским туристам, и особенно она интересна китайским туристам. Имя Льва Толстого нам очень хорошо известно. Но вообще надо сказать, что Толстой — это имя глобального, это мирового масштаба. Поэтому, безусловно, это еще одна туристическая жемчужина на карте Казани, на карте Татарстана. В субботу лидер Татарстана открыл и отреставрированную усадьбу Баратынских. Здесь прошла презентация новой экспозиции «Сумерки и рассветы дома Баратынских» в главном усадебном доме.